Здравствуйте, с вами Айнара Мижева. Вы смотрите новый выпуск телепередачи «Вестник Харысхал». В сегодняшнем выпуске мы вам расскажем о том, как прошла неделя инклюзивного образования в городе Якутске. Итак, смотрите сегодня. Презентация инклюзивных проектов для заместителей директоров школы города Якутска. Встреча школьников с чемпионом по пауэрлифтингу. Итоги весенней школы юного каюра. Паралимпийский урок Саха-гимназии. Благотворительный фонд Харысхал совместно с российской общественной организацией «Перспектива» второй раз проводит неделю инклюзивного образования. В течение этой недели в Якутске были проведены ряд мероприятий, нацеленных на привлечение внимания общественности и формирование позитивного отношения к проблемам образования детей с инвалидностью. Одно из основных мероприятий недели стала встреча представителей благотворительного фонда Харысхал с заместителями директоров школ города Якутска и его пригородов. Основная цель была презентация проектов фонда по инклюзии. Мы хотим, во-первых, я уже сказала, немножко, очень коротко рассказать о наших проектах, которые работают с момента открытия нашего фонда. Также в рамках встречи с представителями школ был проведен тренинг-семинар по пониманию инвалидности, чтобы учителя смогли под другим углом посмотреть на жизнь человека с инвалидностью и поменять свое отношение к ним. Встреча прошла очень продуктивно, потому что сразу же после этой встречи начали поступать заявки на проведение уроков доброты, паралимпийских уроков, потому что некоторые действительно школы не были информированы о наших проектах, о наших возможностях. И мы разработали план мероприятий на целый год с управлением образования. Надеемся, что в течение этого года, не только учебного, целого 2015 года, мы проведем разные мероприятия, которые будут именно нацелены на развитие инклюзивного образования в нашем городе. Таким образом, данная встреча несла смысл не только разбудить интерес и проинформировать об инклюзивном образовании в школах Якутии, но и привлечь к работе общественность, школьную среду. В дни весенних школьных каникул была организована школа каюров, где в течение недели занимались дети с инвалидностью. Всего занималось 8 ребят. У нас до этого были занятия раз в неделю, и посчитали, что нужно было увеличить количество занятий для детей, и решили, что во время весенних каникул, когда потеплеет на улице, растянуть его на неделю и провести лагерь полноценный. То есть они с утра приезжают, и вечером уезжают у нас. Такой активный день получается в течение дня. Каждый день был наполнен интересными событиями и занятиями. Так, например, у каждого участника была собственная собачка. День в школе начинался с выгуливания питомцев и общения с ними. Очень даже интересно получилось, что они подобрали собак, близких по характеру. То есть активные ребята, они выбрали себе очень активных собак, они все время очень так быстро бегают, прыгают, а более спокойные, таких вальяжных собачек подобрали. И даже еще такой момент был, что малыши подобрали тоже молодых собак, щенков, тут 6-месячные, 8-месячные щенки. Очень интересное такое наблюдение. Основная задача школы, конечно же, была обучение детей азам управления собачьей упряжкой. Они командно работали, сплоченно, так что одно общее высокое достижение, можно так сказать. Но летом, да, попробуем еще велокарты также продвигать, как и ездили. Ну, а ближе к осени опять встанем на нарту. И уже какие-то будем на километровые маршруты с ребятами ездить, потому что у них уже есть навыки. По окончанию школы каждый участник получил сертификат, в котором указано, что его обладатель прошел подготовку в школе юного каюра и имеет азы управления собачьей упряжки. Сначала мы с собаками гуляем, потом катаемся на упряжках. Мне не очень сложно, но упал несколько раз. Ну, на собачьих упряжках пытались рулить. Смешная собака была у меня. Как говорят организаторы, они остались довольны данным опытом и хотят продолжить проводить такие недельные школы юного каюра в дни школьных каникул. У многих детей есть свои особенности.
Находясь вместе в инклюзивном детском саду или школе, дети учатся принимать и развивать способности друг друга. И если учитель помогает им в этом, то особенности становятся преимуществами. Дети должны учиться вместе. Узнайте больше на сайте perspektiva-inva.ru. Стань частью большой семьи благотворительного фонда Харысхал. Заполни анкету на сайте fondharysхал.ру или по адресу город Якутск, улица Пушкина, 31, кабинет номер 7. И вы всегда будете в курсе всех тренингов, семинаров и проектов Харысхала. Сможете получать бесплатные консультации юриста, психолога и других специалистов. А на Новый год вас ждет подарок от благотворительного фонда Харысхал. Все подробности по телефонам 40 20 68. 40 20 69. В рамках недели инклюзивного образования состоялось 2 мероприятия спортивного характера. В начале недели ученики школы номер 17 посетили Республиканский центр адаптивно-физической культуры и спорта, где они смогли познакомиться с адаптированным тренажерным залом, в котором могут заниматься люди с инвалидностью, а также встретились с чемпионом по пауэрлифтингу Виктором Скребыкиным, который показал им мастер-класс по жиму лежа. Все парни, в основном, им, конечно, интересно с тяжестями работать, тягаться, для себя реализовать на тренажерах. После ребята разбежались по залу, чтобы попробовать себя на интересных и нестандартных тренажерах. Классно, хорошее оборудование для инвалидов. Ну и не только. Ну, в общем, классно. На сегодняшнем курсе прошла хорошо. Тренер сам занимается тут. В этом тренажерном зале занимается в общем 6 человек, они все занимаются. Мы сегодня знали, что один из этих спортсменов поднимает 100 килограмм выше своей программы. Ну, хорошие, сильные люди. Вторым спортивным мероприятием стал паралимпийский урок в Саха-гимназии. Здесь ученики 8 класса встретились с 4-кратным чемпионом России и кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике Леонидом Душкевичем. В дружеской обстановке герой урока рассказал о себе и о своих достижениях в паралимпийском спорте. Всего 2 года назад. Это у меня самая первая медаль. Самая первая медаль. Это у нас дети. Это в 2008 году я участвовал в Детях Азии и занял 3-е место по пауэрлифтингу. Сами уроки проводятся с целью того, чтобы, во-первых, это пропаганда вообще спорта в целом. Это ознакомление детей с паралимпийскими играми, со спортсменами, с их историей, откуда они взялись. Потому что на самом деле паралимпийские спортсмены это смотришь на то, что возможности человека вообще безграничны, на то, что как они восхищают своим упорством, своим примером личным. Обязательной частью урока является практическое занятие, то есть дети пробуют на себе паралимпийские виды спорта. В этот раз был сидячий волейбол. После такого насыщенного урока школьники спешили поделиться впечатлениями. Ну, я думал, что давно, когда в детстве, в общем, я думал, что, говорили, что, человек с инвалидностью, а то будешь таким, когда будешь много стуриться. Но, повзрослев, увидев пару лекций, посмотрев паралимпийские игры, я, убедился, что они, равны и даже, может быть, духом сильнее, чем мы, и по возможностям, может быть, даже больше, чем у нас несколько раз. У меня очень сильные впечатления, потому что это же, надо же так. Я конечно, знала, что инвалидность там, это очень сложно, что там спортсмены, там, это паралимпийские игры, там, я всегда смотрела и восхищалась, как так можно, так, у них же, они, как мы, только у них чуть-чуть чего-то не хватает, но природа что-то не дала или что-то отняла, но у них такой сильный дух, их разум, меня это произвело неизгладимое впечатление.
наверное, не тратит на тренировки уйма времени, чтобы научиться этому спорту. Наверное, ему очень трудно. Первый раз, когда играем, мы как обычно. Это было легко. А после того задание, что без одной руки, это вот оказалось намного сложнее. И, да, и я теперь поняла, каково это сложно. Паралимпийский урок, как и уроки доброты, проводит благотворительный фонд Харысхал сравнительно недавно, но уже имеет отличные отзывы и успех среди школ города Якутска. Именно благодаря им у подрастающего поколения формируется правильное представление о людях с инвалидностью и инклюзивном образовании. В следующем выпуске мы продолжим рассказывать о мероприятиях, прошедших в рамках недели инклюзивного образования. До свидания. Цветик-семицветик – проект по предоставлению многофункциональных услуг по решению социальных проблем детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья благотворительного фонда Харысхал. Проект осуществляется с 2013 года в рамках экспертно-диагностического блока деятельности Инкоцентра благотворительного фонда Харысхал, куда входят следующие ведомства: Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Саха-Якутия, Центральная республиканская психолого-медико-педагогическая комиссия, медико-техническая комиссия. Цветик-семицветик позволяет семьям, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, сократить сроки получения и подтверждения статуса своих детей, а также наиболее комфортно пройти вышеперечисленные комиссии. Прием комиссии проекта «Цветик-семицветик» проходит ежемесячно в здании благотворительного фонда Харысхал по адресу город Якутск, улица Пушкина, 31, кабинет номер 9. Если у вас возникли вопросы, звоните по телефонам 42 34 97 40 20 68. Каждый ребенок уникален, и у каждого свой способ восприятия мира. В этом главный принцип инклюзивного образования. Инклюзивное образование – это возможность любого ребенка получать знания по программе с индивидуальным подходом. Это значит, что ваш ребенок получит равное внимание с учетом его особенностей и возможностей. Выбирая школу для своего ребенка, проверьте, есть ли в ней инклюзивный подход. Дети должны учиться вместе.